В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Творческая обитель. Очень качественные условия по всем новым технологиям. Новый дом культуры заработал в селении Кади-Юрт. Комплекс возвели в рамках нацпроекта «Культура». Знания украшают человека. Спасибо за школу! В республике открыли сразу 3 школы и колледж. Насколько учебных мест они предусмотрены, поделимся через минуту. Цифровизация шагает по миру. Картой удобнее, просто приложил и оплатил. В регионе набирает популярность безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Расскажем о том, какие скидки предлагают при оплате по карте. Духовное управление мусульман республики выпустило положение из 14 пунктов об обязательных нормах при проведении свадебных торжеств. Детали данного документа обсуждал муфтий Салах Хаджи Межиев с религиозными деятелями. Он разъяснил все пункты, чтобы исключить двумысленные трактовки. Документ призван исключить нововведения, которые в последнее время стали повсеместными. Они создают чрезмерные расходы и тем самым усложняют заключение брака для многих молодых людей. Навсегда ли кануло в лету время бриллиантового кольца для свекрови, расскажет Турпалали Тайсумов. Свадебная церемония. Эта тема стала самой обсуждаемой за последнее время. В Духовном управлении мусульман прошла встреча руководства вместе с имамами, кадиями и богословами субъекта. Муфтий республики Салах Хаджи Межиев в своем приветственном слове отметил, что несмотря на многочисленные обсуждения, среди обязательных норм по свадьбам остались пункты, требующие конкретных разъяснений. Невестка едет в первый раз в отчий дом на свое усмотрение, как со свекром и свекровью, так и без них. По договоренности сторон жениха и невесты. Урдо, Колым. Теперь он будет составлять 80 тысяч рублей с прилагающимися подарками в виде барана, чая и сахара. Платье невесты должно быть соответствующим традициям. Во время обрядов фото и видео не должны выходить за рамки национальных адатов. Выкуп же за невесту родственниками жениха составляет не более 10 тысяч рублей. А свекр и свекровь во время визита к родственникам невесты не везут никаких дорогих подарков. Только то, что издавна принято в чеченском обществе. То же самое касается подарков теще и тестю. А количество женщин, сопровождающих невесту, 1 или 2, в соответствии с традицией. Количество чемоданов невесты хинчамдал саумаях бог хумдициревой таковой халх вой бомбарди сацвиновой путя. Она узацаавую ойлеиш. И чамда вой зудрашка хайра голи қиял машинсан чамда ждахтуешь или илдица бахой. Количество чемоданов невесты в соответствии с чеченскими обычаями остается без ограничений, но без излишеств. Вайга масла оранжу адал исраф мадил бог, дазон от мадил бог. Так коралсон тал малил бог. Мардан خيل إذا استناني خيل إذا إيش دعبا حبا خيل إذا سادعوش تلحقوش توصوت خيل إذا إيش داري شيئا ويحل خيل توشتون عادة يغتر Зять едет в гости к родственникам супруги в сопровождении 1-3 мужчин и 1-2 женщин. В качестве подарка родственникам супруги он оставляет не более 10 тысяч рублей. В пункте о подарках для самого зятя есть дополнительные правила, необходимых к соблюдению согласно чеченским адатам. Подарки зятю и его сопровождающим не должны выходить за рамки чеченского адата. Я могу лорду, я сах лорду, баду, ой, ладоль ждик. Берста гана, дашо сах лилот самет, дашо могу лилот самет, дати могу ди адат стель ждик ледою, да уже.
Собравшиеся богословы задавали вопросы по каждому из пунктов, предлагая свои варианты и дополнения, чтобы дальнейших споров совсем не возникало. يالو بيوش بالزموش نقيتي نعم داودي Представители региональных средств массовой информации находятся здесь же, и у них также есть вопросы по предложенным правилам проведения свадеб. К примеру, вопрос о том, как и кем будет контролироваться соблюдение предоставленных норм и какие последствия несут их нарушения. حقيقي هنا قيت دوكيمنتو صلاح صور شاقيت عداشتوش قمر شا حق يستاهل صوت إكيك تعديل دو وارسو دوت سيرش هنا شيء قانم سنا هوردو شيء عديد سنشا صون تعمو ما تسأل سوي بوشة سو إيش بيتربو يا بيترباس وين يا إمام يلدلو سيخور داست بيحكي بدريو شو عند شال ليلو يزري سيوقع sondera iqamel daqash khila tiyosho wega khirdo nagasan iqamel daqash nushah hoqti adorshtorum sotsаdah osmeti ладуша эдел khirdo. В интернет-ресурсах можно увидеть комментарии недовольных, куда же без них. Якобы духовное управление не должно решать за людей, как проводить обряды, по мнению некоторых пользователей соцсетей. На это муфтий дал исчерпывающий ответ. ونحكي مثلا دواني ديكاني يقع بقيمة جامو ديشنا دوغا وينستو هو دير زوش بو ديك دير زوش بو ساق بلش متاع زاق دعوش بو ناق ديك دير زوش بو شنا متاع بو общество уюша общество из-за семейной ячейки семья что ты общество халк os халка не а дики война гасан дешна хастож да хакас тут диштуй не вмешиваться Божьи гуду. Шубал бат Богду. Конечно, сен без да в обществе дикте где ала водек мади ала дикте глиста водек глиста на гасан дешна бат аж без сен без. دنيا شعبه كان قيمة يلسمن شح. تاع سيجتم غير لزر تاع ما دوش يلقي نعمة دوش يلسمن شح. زود قدرين شح شو يشغل بوالا دشنا. sondera na cabočan I san hum jazeš božo hum ja to neči so paučat to vizeš son išar da die šum dat boxu suyuk sen log dait bo ma dait der an log diči so na atsošen log diči просто материал и все дозволены ставка эволюционно сада зудочу голи. Во время свадеб часто можно увидеть картину, как дети перекрывают путь кортежу ради получения денег. Однако это может таить в себе неожиданную опасность. Никлоч, лил что берешь тала, вокой гола, жимы гола, баш надец. Никла цар из-за цаау йол шаадат хилла, хинца мосу ау юха инцунна, гилт ирда деяқин, юздингал ирда деяқин, ца шибар جورار يحكيش بولسنا سمح أرديكش أستيقظ أنا وش عليتا ليش ماشين كله وش هذا البيش لزدش هذا إيش دايما دويشة غلطي تعدله مصو ناخي قيخم بخوي شايبيرش دول دعارش يالوش يوش أرق يالخش خزنية سنج أو حش دوتش ومشلوش وليلوشتش حش دوتش صنديرة نخلوص بوخشة هلا خلنا شو شيء بيرش مقيس هنا شيء تحمسك داخل دي شو ما يوصل يحكوانا. Директор ТРК «Путь» Адам Шахидов рассказал, что все вышеперечисленное и рассмотренное – это и есть нормы шариата, и их необходимо соблюдать и распространять.
يتوهيق عن بيحت لرد حار باش ويفتحه ويدين أرخلايو بيحت يا شوي دك دينا قدرون ناج يوش عليه الصلاة والسلام سن يحخية حنس مسل دالين هاي مرسفة شدي في شمتها كان أشد حياء من العذراء في خدرها ألق صلى الله عليه وسلم قلت رجع صوت يحخي شبور كان حدوش دوش نسكل لا نسكل يحخي شغل ديش دبوا ما عندوسن نسكل يحخي شغل خي دبوا ما عندوسن دلع إلشن غير يحخي تريحتن يحخي تر صوت نسكل لا جوا دربوا عليه الصلاة والسلام تقول يح لردر بوش دولهما إذا أتجوا ويتدم ببيشهم دو. Директор Департамента по взаимодействию с религиозными общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслан Абдуллаев подчеркнул, что с точки зрения религии у данного направления огромное значение. دانا رئيس بشكر بو رئيس بورصشكر بو دلح وينية ويكوغل بوشنية تدونا شا خوك عالشتا خوك أن يقعبو لزم دعبهقا دغنا صول ماخو الباس دلحقانا صول دعبدوشتو شرشقو ماخو урбу. Завершая встречу, официальные лица отметили, все вышеизложенное должно обсуждаться имамами с жителями населенных пунктов в каждом конкретном случае. شو دعال ديشهم دو شو قيتو ديشهم دو أشوق شو سبراكسن نقاسن هالقمير شو دقاش ندولش القمير شو قيت تدو شو مزغل عشان تعمو ما خبير بس شو هم صوتو دو تسيقح نقاسن الشيخين عتساولي صوتي عسكير جنبينير صون زيخ الشدو زيح حق حيخين تعتسأل أربعانوش الشدو هون حي بيحكم الشدو بعدو فالكيتش بناء صوت إمام محاويا خون حقل يو خو خلصة ديشترون سوم نمسته لا خو خلص مشاهدة صول أراح سونا هو قداس حلقة على ديز حلقة عقاش. Все эти правила имеют под собой цель соблюсти нормы ислама и национальных традиций. Разъяснительная работа с населением поможет учесть все детали в проведении свадебного обряда. Турпа Лолита Исумов и Моусар Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. Свои двери перед 400 обучающимися распахнул Курчалоевский государственный колледж имени Шахида Калиева. В учреждении будут готовить специалистов среднего звена по наиболее востребованным на рынке труда направлениям. Это сестринское дело, экономика и бухгалтерский учет, оператор информационных систем и ресурсов. Медина Мударова о техническом оснащении колледжа. Султан Мавзуев – двоюродный брат Шахида Калиева, в честь которого и открыли Курчалоевский государственный колледж. Они вместе начинали свою работу педагогов, в то время было тяжелым. Отсутствие оборудования и условий для обучения. Несмотря на это, мужчина смог передать все знания своим студентам. Султан гордится тем, что имя такого замечательного человека теперь навсегда останется в истории не только города, но и республики. بعشرة خوشنا رأينا دوق محكنا دوق دزلدو هوقنا دوقة دونزوانيش ير هذا ديك $1 وش ورا بالخوش ورا هوقن صار خل مقدر دوقنا بركلا وش تكون دوق دزلدو تايشر إيش دورة خلرنا تكون دورة يعقام بوكس. Курчалоевский государственный колледж имени Шахида Калиева. На торжественное открытие учреждения прибыл заместитель председателя правительства, министр финансов Чеченской Республики Султан Тагаев, министр образования и науки региона Хожбау Дидааев, глава администрации Курчалоевского муниципального района Асланбек Ирасханов и другие официальные лица. Курчалоевский государственный колледж его района أخوين مخا إذا ديها باشرتا إتصال حيانا هو كشت غادي شخلا ميزر إتصال ديها سياحة شن حاخل شيء أخوين مخك كوش شغال نش تم وشغلتر سويري أثر باخر كوشن تقيش كيشنا خنا التوخير بر بوشتلوما ودا إنسان ومختاس دالوقا أخوين رمضان حيش حلقة دوخش در أخ استياحات سو. Понадобилось чуть более 3 месяцев для того, чтобы преобразилось здание филиала. За это время выстроены новые сооружения, выполнен капитальный ремонт и проведен демонтаж внутри помещения. Теперь учреждение на 400 мест распахнуло свои двери перед студентами. دائم سن أصدار آلات عملدو أصدار نستنا شوي دال ديكنز بيقام ومحنا أيماني
ويفتش رمزاننا وأعمل حاجي الغاز وفوق دول بركة يحبوا خارج. Прочитав дуа и перерезав красную ленту, гости осмотрели здание. Кабинеты и административные помещения оснащены необходимой мебелью, компьютерной техникой и иными средствами. عامين دول علم عملي خارجون تنادى إشي عيله знание شيء практику в жизни воплощать عامي чан веш дюшур дучо грамотный деша дюш беш. В этот год в филиале планируется проведение учебных занятий в одну смену с реализацией программ подготовки специалистов среднего звена по наиболее востребованным специальностям. Спрос на них в последнее время значительно вырос. Филиал будет готовить специалистов по 3 направлениям: сестринское дело, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, а также по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии, оператор информационных систем и ресурсов. Штат работников колледжа состоит из квалифицированных кадров. Они имеют огромный опыт за плечами и теперь с радостью будут передавать свои знания студентам. У нас очень хорошие условия, так как аудитория очень огромная. Все столы, стулья, интерактивные доски, вот все необходимые предметы, принадлежности нам уже все положили. Обучение в колледже проводится как на бюджетной основе, так и по договорам об образовании. Будут проводиться занятия по общеобразовательным предметам филологической, естественно-научной, гуманитарной областей, общепрофессионального и профессионального циклов. Для этого предусмотрены мастерские, лаборатории и аудитории. Курчалой город очень густонаселенный. Была очень необходимость создания филиала, так как много учащихся, как я сказал. И думаю, мы удовлетворили их потребности в плане обучения. Здесь созданы хорошие условия, современные требования. Надеемся на хороший выпуск хороших специалистов по своим направлениям. Для этого мы будем работать. В этих стенах студентам предстоит провести несколько лет учебы, и теперь это будет только в радость. Студенты и преподаватели ждут не дождутся начала занятий. В грядущем учебном году их ждет много интересного. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Лекция о достоинстве и значимости хиджаба прошла в Министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике. Генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов и руководитель департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Аслан Абдуллаев рассказали присутствующим о важности хиджаба и об условиях его ношения. Они призвали молодежь следовать предписаниям религии, а также соблюдать традиции и обычаи чеченского народа. В ходе мероприятия провели конкурс на лучшую историю о том, как девушки покрылись. Победители получили денежные призы от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Kur'an çağda hakim dostlar ayeti ilimle amalım sünneti paymar hadis adiyan dostlar amelu diğer holder baram diğer behkemettik melu ot hadisu fil godinam yuh çünkü kistiyosuga khirçnagan halqat huliyat i'adu Allah Teala azze ve celle paymar sallallahu aleyhi ve sellem iz farz kılar iz abizatilne kılar bil godina farz bokudu vacib bokudu şi sinonimi şi أبزات الأبراد دالا عز وجل بيمر عليه الصلاة والسلام وصلنا أخنا وين تدلين دوش طلو ديقر دو اسم
Новый дом культуры заработал в селении Кади-Юрт. Комплекс возвели в рамках нацпроекта «Культура». На открытии присутствовала министр культуры Айшат Кадырова. Современный объект сможет принять не только учеников, но и концертные программы на высоком уровне. Для этого созданы качественные условия. Адам Магомедов в числе первых оценил их. Целых 6 кружков доступно ученикам нового дома культуры в маленьком селении Кади-Юрт Гутармесского района. Это изобразительное искусство, декоративно-прикладное, хореография, вокал, театральное искусство и художественное слово. Количество детей не ограничено. Аюб уже 2 года занимается чеченскими национальными танцами и делает это весьма ярко. Теперь он будет заниматься в новых комфортных условиях. На открытии нового объекта собрались не только местные жители, но и высокопоставленные чиновники во главе с министром культуры региона Айшат Кадыровой. Разрезав красную ленту, они смотрели помещение. Творческие ребята продемонстрировали ей свои способности. Все кабинеты оснащены необходимым инвентарем для проведения досуга с детьми. Имеется универсальный зал на 200 посадочных мест, в котором можно будет проводить концерты, смотреть кино, а также организовывать различные мероприятия. Строительство было начато еще в феврале этого года. Работы достаточно быстро завершились. В здании 2 крыла, 2 этажа, всего 13 кабинетов для различных творческих кружков. Все полностью оборудовано в соответствии с современным требованиям. Для работников Дома культуры созданы все условия. Большой инвентарь, световое и звуковое оборудование, экран и не только. Очень качественные условия по всем новым технологиям. Это то, что не видели по сегодняшний день ни один житель этого села. И у нас даже в районе, можно сказать, это самый лучший дом культуры. Благоустроенная и общая территория объекта. Все работы проведены в рамках национального проекта «Культура». С начала его реализации в республике открыто 22 модельные библиотеки. В этом году планируется открытие еще 2 домов культуры, а также идет капитальный ремонт детской школы искусств и реконструкция музея. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Ахмед Кизриев, Вести, Чеченская республика. В Грозном прошла выставка «Сыны Чечни на страже российской державы». На мероприятии любой желающий мог оценить экспозицию из 12 живописных портретов чеченских героев, а также послушать историю об их подвигах. На площадке присутствовала и съемочная группа, в которую входят кинематографисты из Санкт-Петербурга и Грозного. Именно они на данный момент работают над созданием короткометражных документальных фильмов о каждом герое проекта. Съемки проходят в самых живописных местах региона. Мы приехали на 1,5 месяца, и здесь мы уже 3 недели. И, в общем, работаем ударными темпами. Где-то бывает с 3 часов утра, чтобы застать восход солнца, чтобы снять красиво Грозный, чтобы снять красиво окрестности, горные какие-то селения. Нам помогают историки, которые занимаются как дореволюционной историей Чечни, эпохой военного времени, мирного советского времени и нашими современными героями. В Шали открылась новая гимназия на 720 учащихся. Она оснащена всем необходимым. Всего 30 аудиторий, есть актовые и спортивные залы, столовая. Кабинет для изучения иностранного языка оснащен звукотехнической аппаратурой, а для изучения IT-направления есть кабинет информатики. А также специализированные классы по естественным наукам. Возведена она в рамках госпрограммы развития образования. Слово Амине Тупилаговой. Строительные хлопоты остались позади, и вот он, тот самый момент, который с трепетом ждали жители города Шали. Сегодня свои двери открывает абсолютно новая современная гимназия. Благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова, в Шалинском муниципальном районе, как и в республике в целом, строится учреждение образования, спорта, культуры. И сегодня у нас благоустраиваются общественные территории, ремонтируются дороги. И сегодня мы открываем новую школу, новую гимназию на 720 мест. Радостное событие собрало и почетных гостей во главе с сенатором Мухаммадом Ахмадовым и министром образования и науки региона Хошбау Дедаевым. Все присутствующие сходятся во мнении, что открытие нового учебного заведения – мероприятие особой значимости.
ودحل بريزيدنت دا الوضع العزو طوبل أعمل حاشا دحل دين بالعار برشاني بوش دقا شكول شغل اللي تيز بيش ديش تعديل اللي تيز أبرزوان يوش وقرسبولي قالوا رياس بوش بولين بالبر أصلح президент России Владимир Владимирович Путин поддержать вера на властелдир с первого дня бьет что амбала в республика школ штая юли школ келнишия юли да на цугулинч нет я хавой вошел глава Рамзан Ахмадович даху шагвал война массана хордян борса школ тиридер чагушту войн вейшн гушту ЦАД долити элзахор в республика образовательные учреждения спортивные медицинские муссуа келияш учреждения келияш хайош объект чуайтана зон массеро район бахар войцара вой Рамзан баркал дерес лалар цо на халqадих мелдештик дал шедих дол. Строительство велось в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором государственной программы страны развития образования. حيغر هو شو خل جدوق أم ألدول وحلقة بتش عمل ترزالدي والوالز تندش نجدك دوين أخو خلاش تولا هربيت اشتيق شتول ويقام خيلشة يقام خي وشتول حيغر غوي هوقع خيلش هوش بيجيت سحنت خوك يلا هوش بوه ببيش خيلشة يرسي متعال ما جو أزناش ما يخ خزغش لو خلق إز ما أن بابو أتش عببيش بيج ما قارج بابو أتش ببيش بيرجع أخذ فندق الأسفنز ودي جدي قلدا وي مسيرت أرخا وي مخدير. Завершая официальную часть, присутствующие совершили коллективное дуа, после чего гостям провели экскурсию по учебному заведению. Общая площадь здания составляет 15 376 квадратных метров. Гимназия будет носить имя участника специальной военной операции Исмаила Шамсудова, героически погибшего в марте 2022 года. تانسيكن ترى شكول يالرنا دوق بركل آلو درسون ويميح كدين رمزان كديرنا. Новая гимназия вызывает восторг у учеников. Осмотрев здание, ребята не могут скрыть своей радости. Открытие учреждения позволило создать 103 рабочих места, что тоже несет огромную пользу всему городу в целом. Штат сотрудников уже почти полностью укомплектован. Набор учеников практически завершен. К учебному году все готово, потому что у нас оборудованы классы мебелью, также досками, компьютерами и ученической мебелью. Все у нас есть. В школе также 2 спортивных зала, актовый зал, компьютерный класс, кабинет физики, кабинет химии, оснащенная лаборатория, кабинет биологии, кабинет начальных классов поступил также, кабинет ОБЖ. Все в наличии есть, и у нас полностью школа укомплектована. В учебном заведении созданы все условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта. Но помимо стопроцентного оснащения предметных кабинетов, у ребят будет возможность реализоваться в спорте и в творчестве. Вопрос строительства школ в регионе находится на особом контроле. В 2023 году удалось полностью ликвидировать трехсменку. Гимназия отвечает всем вызовам современности, что позволит ее ученикам получать качественное образование. Амина Тупилагова, Хусейн Мурдаханов. Вести. Чеченская Республика. С исполнения гимна страны и республики под поднятием флагов началось торжественное открытие новой школы в станице Первомайская. В учреждении будет односменный режим обучения. Он позволит детям комфортно учиться, также полноценно проводить внеурочные занятия, кружки и факультативы. Самое главное – это счастливые лица детей, которые пообещали нашему корреспонденту Мадине Нуцалчиевой учиться на отлично. Последний день лета для жителей станицы Первомайская стал по-настоящему праздничным и событийным. Учебный год здешних учеников начнется в новой школе. Поздравить их с этим прибыл министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааев и глава администрации Грузинского муниципального района Рустам Абазов.
ديغل دو أساكيل إشكال حيالرت ومس مسيريت أرخا ومختين رمضان حجن ديريس خلبو ودال ساغا ويلتن هر إشكال. От учащихся новой школы прозвучали трогательные стихотворения, не обошлось и без исполнения песни. Завершая официальную часть, все присутствующие прочитали дуа, после чего состоялось долгожданное перерезание красной ленты. Далее собравшимся провели экскурсию по учебному заведению. Работа над ним была начата в 2022 году в рамках национального проекта образования. ديكشا خزين شكولا يو هاشكور ير بحندلشة بيشن يخبر تويالا ناخن بر تويالا حق أور يورتن يوش متعينة يقارن. Школа рассчитана на 720 посадочных мест, состоит из 3 этажей. Есть просторные светлые кабинеты, такие же коридоры, 2 спортзала, большая столовая, актовый зал на 500 человек, а также модельная библиотека. Помещения оснащены всем необходимым для качественного и комфортного обучения и пребывания детей и взрослых. Долгое время в станице функционировала только одна школа, рассчитанная на 460 мест. Обучалось в ней 1400 детей. Из-за этого занятия приходилось проводить в 3 смены. Однако в новой школе все будет по-другому. Школа будет работать в одну смену, что значительно снимет нагрузку с преподавателей. Чтобы заниматься после уроков дополнительно, там невозможно было 3 смены, вы знаете, очень сложно, детей много было. Но сейчас мы рассчитываем, что и там, и в этой школе будет легче намного и детям, и преподавателям. Не меньше рады такому событию и сами родители. Коля мечтали очень долго, планировали, много чего напланировали. И вот наконец-то пришел день, когда все это осуществилось. Эмоции, все светлые, самые светлые. Уже завтра в стенах нового учебного заведения начнутся занятия. Пока же у учеников есть последняя возможность вдоволь насладиться свободным временем и прекрасной еще летней погодой за окном. Мадина Салчиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В республике набирает популярность безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Для удобства жителей установлены терминалы. Это значительно упрощает порядок предоставления услуг и повышает комфорт пассажиров. Но главное в этой цифровизации – это акция от Министерства транспорта и связи. Она предполагает с 1 сентября скидку 6 рублей за проезд в столичном транспорте. Ада Магомедов расскажет, какой платежной системой пользоваться для получения скидки. Скидка в 6 рублей для тех, кто платит картой МИР в маршрутке. Акция действует с 1 сентября. Это поможет не только существенно сократить время обслуживания пассажира, но и затраты на транспорт. Но это для меня лучше, так как не всегда удобно носить наличку, монеты. Картой удобнее, просто приложил и оплатил. В республике действует 100 единиц общественного транспорта, в которых есть функция безналичной оплаты. Это совместный проект Министерства транспорта и связи Чеченской Республики, национальной платежной системы МИР и компании-перевозчика. Он будет расширяться, и со временем терминалами оснастят все общественные автомобили в регионе. Стоимость проезда на данный момент в нашем общественном транспорте в городе составляет 33 рубля. Эта акция будет по возможности продлена и в следующем году. Об этом нами ведется договоренность, но на данный момент она действует с 1 сентября до 31 декабря. Помимо этого, с начала учебного года вводится и специальная акция для школьников. Теперь у них дополнительная мотивация учиться на отлично. Ведь за высокие оценки ученикам предоставляется бесплатный проезд. Проходит она во всех школах региона и продлится до конца текущего года. В честь года чеченского языка и в целях его популяризации и развития акция также предоставляет школьникам целых 2 бесплатных проезда за отличную оценку по родному языку или же литературе. Это не только хорошая мотивация для детей, но и дополнительный плюс для сохранения культурных ценностей народа. Ада Магомедов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.